Но в современный век технологий мы в формате онлайн свяжемся с ними по видеосвязи. И с нами на связь выходит Шушеночев Андрей Геннадьевич, председатель Ассоциации пчеловодства Республики Беларусь, пчела и мед города Минск. Пожалуйста, всем внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые пчеловоды. Приветствую вас в Республике Беларусь. Братская, вам, так сказать, республика, ближняя и по климатическим, и по ментальным, и по содержанию пчел, в общем-то, мы очень похожи. Я работаю в пчеловодстве 20 лет. 10 лет проработал в конторе пчеловодства, ветеринарным врачом и главным сантехником. 10 лет занимаюсь на собственной пасеке, 10 лет занимаюсь в собственном магазине, 20 лет держу пчел. Общий стаж работы составляет около 20 лет. Значит, я хотел бы поделиться кое-какими мнениями по своему пчеловодству. Сейчас презентацию включу. Значит, я хочу рассказать, что кратенько, значит, по схемам лечения пчел, профилактика лечения и отразить вот новый препарат, который, значит, выпущен в Республике Беларусь. Ну, сначала хочу сказать, что значит, на сегодняшний момент, как в России, так и в Беларуси, нет государственной поддержки пчеловодства, нет структур, которые бы занимались раньше, значит, пчеловод был в России, в Беларуси. Сейчас этих организаций все упразднены, поэтому основную функцию, которая несет пчеловодству, оказывает помощь, это общественные организации. И люди, которые сохраняются в этих общественных организациях, как правило, значит, несут свои функции на добровольных началах, на, так сказать, идейном основании, то есть поддерживают отрасль полностью значит, за свой счет, по своей инициативе. Поэтому вот этим людям, как говорится, особое уважение. И поэтому я призываю пчеловодов включаться в общественные организации, союзы. Вот у нас в Беларуси есть союз пчеловодов, ассоциация, которая возглавляет пчела и мед, общественные организации, областные, районные организации. И это помогает поддерживать пчеловодство в плане информации, в плане поддержки консультаций, хорошей помощи. Вот хочу свое уважение сказать Пирожкову Николаю Петровичу, что за эти годы работы поддерживает пчеловодство. Он болеет душой за, значит, пчеловодов, находит много новых людей, находит интересные темы, организации, сплочает людей. И таких людей в каждой области, в каждом регионе сохраняется, их нужно поддерживать всячески. Потому что со стороны государства мы видим очень незначительную помощь. Мы видим какую-то поддержку, но при инициативе, опять же, людей, которые опыт имеют большой и занимаются долгое время. Вот. Поэтому все консультации, все можно получить через общественное объединение. Призываю объединяться пчеловодов. В каждой организации есть люди, которые занимаются профессиональной деятельностью, так и собственной. И вот, значит, я в своем союзе пчеловодов представляю интересы по болезни пчел, даю советы, даю рекомендации. И, значит, ежедневно много очень обращений по поводу лечения пчел, по эффективности в борьбе с болезнями пчел, что работает, что не работает. Ну, я хочу сказать, что значит, при подходе к болезни пчел нужно учитывать очень много факторов. В первую очередь факторы технологические. Если технологические факторы соблюдаются, если правильный подход к ведению пчел, замена маток, замена рамок, дезинфекция на пасеке, то, как правило, болезни меньше встречается. Если, значит, не соблюдать эти условия, то появляется какие-то болезни. Также нужно смотреть за близнаходящимися пасеками, потому что часто можно провести грамотно свои пасеки, лечение, оздоровление, профилактику, дезинфекцию, а соседняя пасека может составлять неудобство. Я также рекомендую всем пчеловодам получать ветеринарно-санитарные паспорта, потому что это, в первую очередь, дает безопасность по
безболезненном состоянии, болезни пчел. Это дает безопасность в случае каких-то повреждений со стороны сельскохозяйственных организаций. У нас очень частое отравление, у нас очень много в Беларуси высаживают крестоцветных культур, ведутся обработки. И если пчеловод не оповещен, то оповещение последует через сельские советы, станции только предоставляют информацию, сельские советы, и потом, значит, идут оповещения, не было отравления. Поэтому наличие ветеринарного санитарного паспорта дает какую-то уверенность, гарантию, что более-менее пчеловод защищен. В случае отравления, опять же, при наличии ветеринарного санитарного паспорта можно рассмотреть претензию через суд, судебно, какую-то часть возместить убытков. Вот. Поэтому, опять же, в ветеринарном паспорте ведутся все отметки по благополучию пчел и по возможности реализации безопасной продукции своей пасеки. Среди болезней наиболее актуальной в Беларуси, я также считаю, что у вас это болезни на первом месте, как они последовательности идут, это паротоз, нефтеморфоз, инфекционные заболевания расплода, американский, европейский или мешочный расплод, и вирусные заболевания, как все больше с каждым годом причиняет неудобства и является сопутствующей инфекцией от физических заболеваний. Часто эти сопутствующие инфекции представляют сложную панзоотию, которая представляет опасность и не дает возможности полноценно провести лечение. Болезнь становится затяжной, плохо переходит, часто меняется симптоматика, и поэтому провести комплексное лечение сложно в этом случае. Вирусное заболевание, как правило, сохраняется пожизненно в пчеле. Поэтому следует учитывать такие моменты. По воротозу пчел. Воротоз считается болезнь номер 1 в Республике Беларусь и в мире во всем. И за последние годы отмечено видоизменение клеща вора, произошла структурное видоизменение. Если вора некапсульный был описан раньше, то вора антиструктур, это актуальное название сегодняшнего времени, произошла видоизменение и его мутация. То есть за счет воздействия и борьбы с клещом вора каждый год все больше и больше наблюдается в этих регионах, где препараты, с которыми борются, просто не работают. Вот. И опять же, тенденция наших регионов, что лечат практически на протяжении уже длительного времени одними и теми же препаратами. Или, по крайней мере, препараты, которые содержат одни и те же действующие вещества. Это в основном амитраз, глюринат, эфирные масла, которые больше имеют репеллентный характер. Вот. Плюметрин кое-где просачивается со стороны других стран приходит. Ну, как правило, эти все препараты, они уже длительное время, более 20 лет на рынке. И можно сказать, что они больше представляют проблем, чем лечебное воздействие. Почему проблем? Потому что все эти препараты долгое время использования аккумулируются и продукты пчеловодства, и воски пчелином. Это в дальнейшем представляет опасность, как маленькие эти дозы влияют накопительно, и они вызывают адаптацию паразитов. Это вот как бы в курсах лечения по оздоровлению наркоза я бы рекомендовал бы на первом месте это постоянную диагностику. Диагностика должна начинаться с лабораторного весенней, и на протяжении всего сезона пчеловод самостоятельно должен изучить или знать методики по проведению диагностики самостоятельно и вести постоянно учет по воротозу. Если раньше в изданиях отмечалось 5-10% воротоза в семье условно безопасно, то сейчас свыше 2% нахождения при диагностике клеща уже представляет опасность. А в случае, если с воротозом дополнительно примешиваются многие вирусные заболевания, вирус деформации крыла, острого хронического паралича, то, как правило, даже полупроцентное нахождение инфицированных клещей представляет опасность и может вызывать гибель популяции и пасеки, и популяции пчел на протяжении сезона. Поэтому весенняя и наблюдательная диагностика стоит, так сказать, основной является.
Использование различных пластин. Пластины, как правило, устанавливаются, как рекомендуется, на 14-24 дня, но, как правило, многие пластины имеют свою эффективность на протяжении первой недели, потом он ослабевает. Поэтому дополнительно мы должны использовать, если остается высокая закрепощенность, опять же проводить диагностику, мы должны использовать различные дополнительные. Это спреи, это кислоты органические и препараты, которые выпущена новая толпа. Профилактика, значит, летом использовать различные кислоты, даже молочная кислота является эффективной. Препарат толпа разработан в Республике Беларусь в 2020 году, выпущен в 2021 году. Что уникально в этом препарате? Препарат является экологически чистым, безвредный для пчел и продукции пчеловодства. Препарат содержит в основе органические кислоты: муравьиная, щавелевая кислота, металловое масло. Раствор сделан на сахарном растворе воды с добавлением сахарозы. Компоненты все простые, в принципе, но лабораторное приготовление и годичное испытание с подбором действующих веществ, дозировку действующих веществ именно преподнесли эту формулу, которая работает на протяжении внесения, вносится контакт, который работает контактно и работает на протяжении трое суток внесения за счет компонентов, входящих в ее структуру, и за счет того, что сам по себе препарат, значит, каждый из компонентов работает по отдельности, а вместе они дополняют друг друга. Как им работать? Работает он по принципу контактного действия на хитиновый покров паразита клеща, работает на двигательную активность, значит, на лапках, на конечностях, поражает, обжигает присоски клещу. Действие ментола работает репеллентно. Как им работать? Работать им можно с помощью шприца, простого шприца медицинского 5-10 мл, вносится по 5 мл на улочку, из расчета на пчел, которые находятся сконцентрированы на каких-то улочках. На улочке с малым содержанием пчел приносится. Общее количество вместений не должно превышать 50 мл. Можно для этого использовать на крупных пасеках специализированные оросители. Но в данном случае для того, чтобы дозировка не превышалась, следует откалибровать ороситель и сделать обработку, опять же, чтобы дозировка была верной, не превышающей 50 мл. При этом хорошо использовать диагностику. Вот проводится обработка 2-3 раза, интервалы между обработками в расходный период составляет 5-7 дней, лучше интервал 5 дней не превышающий, безрасходный период 7 дней. Если мы проводим 2 обработки, то желательно после каждой иметь контрольные семьи, хотя бы 10% от пасеки, и пошить всевозможные домные ловушки или сетчатое дно, как в данном случае у меня вся пасека оснащена сеткой, и под сеткой находится планшет. На этом планшете после каждой обработки вы видите, какой процент паразит отсыпается под воздействием препарата толпа. Обработку можно проводить при температурах положительных плюсовых от 5 градусов до 25 градусов. При этом хорошо использовать как перед обработкой, так и после завершения обработки специализированные специальные методики исследования на пчел клеща. Это можно с помощью либо мыльных растворов, либо сахарной пудры. Вот видно, показан такой один из простой диагностиком, стаканчик с внутренней колбой сетчатой, наполняется пчел, и при засыпании сахарной пудры через 5 минут видно на дне, сколько осыпается клеща. Зимотноз пчел представляет тоже одну из проблем по заболеванию пчел. Тоже следует проводить диагностику, в первую очередь лабораторную. Многие пчеловоды, которые имеют обыкновенный микроскоп, световой микроскоп, могут самостоятельно сделать. Визуально определяется кишечник пчелиных семей, это средняя часть кишечника, где больше всего локализуется возбудитель. Вот, делается то же самое, 10% пчел, и при микроскопии, в 400-кратной микроскопии светового микроскопа можно определить
флоридоземия. Ну, опять же, хорошо, те, кто имеет какие-то небольшие навыки или возможность использовать световой микроскоп. Назематоз пчел, значит, самое сводится к схеме лечения. Это обязательно санитария на пасеке, весенний осмотре и диагностике на благополучие по назематозу. При этом хорошо весной на 100% иметь комплект улик или по возможности менять 100% ули на чистые в течение какого-то времени, потому что назематоз накапливается, и, как правило, такое заболевание несет стационарный характер при длительном содержании пчел в одних и тех же ульях. Замена сутарана. Не менее 50% рекомендую менять пчелам на всех пчелопасеках сутаранки в течение сезона. Замена пчеломата. Как правило, замена пчеломата то же самое несет хороший результат для предотвращения заболевания. В качестве лечебных обработок использование с ранней весны кальция, добавление тимола или других каких-то препаратов, которые сдерживают развитие на земле. Это основное заболевание. Курс оздоровления должен составлять не менее 2 недель, до 21 дня. Больные семьи лучше выбраковывать или изолировать отдельно от лечения. Дезинфекция является обязательным условием для проведения борьбы с этим заболеванием. Использовать можно перекись водорода, растворы цукрно-пенициллиновые или туристические, путем орошения. Использовать профилактические подкормки с осени или весной. Сахарным сиропом можно накрывать растворы полыни, эфирных масел, пихтового масла, утишка чеснока или препараты, которые уже выпускаются, апимакс. Пропилофит. Все больше тревоги представляет заболевание, и информация о том, что уже существует в России, уже, значит, помещено в интернете, о том, что это заболевание становится актуальным и опасность представляет для многих регионов. Это заболевание, как правило, очень схоже с клещом, вора. Единственное, что сам возбудитель находится большей частью в расплоде. Поэтому для его постоянного сохранения, для его стационарной какой-то обоснованности нужны постоянное наличие расплода в семье. То есть эта болезнь больше актуальна, стационарная для южных регионов. Это территория Узбекистана, Таджикистана, даже Краснодарского края, в Сочи, вот мы общались, есть регионы, где возбудитель сохраняется. Если попадают в регионы холодные, где зимовка, где нет расплодного периода, зимний период, нет плода, то, как правило, это все сквозное. Завозится, как правило, с пчелиными пакетами, завозится пчелиными аматками, с отводками. Поэтому стоит держать на контроль и объявить многие районы, где признано стационарное заболевание, неблагополучными, объявить карантин. Это через ветеринарную службу. Лечение его гораздо сложнее, чем вороноз. Почему? Потому что убить клеща можно в расплоде, а расплод, как правило, можно воздействовать препаратом эфирного действия, аэрозольного действия. То есть не так просто это сделать. Есть опыт работы с кислотами, это очень сильные концентрации кислот. При работе на пасеке, как правило, с кислотой такой может быть страдать и пчелы, и матки, поэтому первоочередная задача – это не допустить это заболевание на пасеке, то есть ограничение. Акарапидоз тоже имеет мелкие локальные распространения и накопительный характер этого заболевания. То есть, как правило, это заболевание может 1-2 года накапливаться, и если в клиническом состоянии симптомы проявляются, пасека просто неблагополучна, она уже не жизнеспособна. Это заболевание, как правило, когда проявляется в клинике, то, как правило, уничтожение этой пасеки. В Европе тоже. Вот хочу сказать, что вот все предыдущие заболевания, которые в данном случае были помещены, тоже это наша белорусская лекарство толпа является хорошим профилактическим средством. В случае, как и с назематозом, и акарапидозом, и трофилоцозом, компоненты, входящие в состав, они все активно влияют на эти заболевания. Вот. Сейчас проводим исследования по поводу трофилоцоза, будем высылать именно в регионы, чтобы провести исследования, далее отчет. А с остальными болезнями было проведено исследование на назематоз. Наши лекарства хорошо удерживают именно эти заболевания.
Инфекционные заболевания расплода, как правило, тоже имеют характер надмышечной пасеки, а я всегда говорю, что яичные стенки лучше изолировать или выбрать, уничтожить. Проводить комплексные лабораторные исследования. Если проводить лечение, то проводить это на изолированных объектах, на точках, карантинных точках, где проводится комплекс замены циторамок, замены пули, замены пчелиных маток и не менее двухнедельное оздоровление с помощью использования кормов, содержащих антибиотики. Обязательно дезинфекция. При этом дезинфекция должна быть многократная на пасеке, с ликвидацией пораженных циторамок, где расплод кормов. Вирусные заболевания. Опять же, прослеживаются вирусные заболевания как сопутствие пищи при заболевании воротоза, при заболевании расплода, яйцовых заболеваний. Поэтому, как правило, имеет накопительный тоже эффект и проявляет себя в середине лета. То есть, если начинается весна, есть инфицированный клещ, он начинает распространение, то где-то к июлю-августу месяце проявляется вирусное заболевание. Поэтому многие пчеловоды на своих пасеках замечают бескрылых пчел, ползучку пчел. Это, как правило, проявление вируса. И в этом случае нужно бороться с основным возбудителем, сопутствующим по качеству лечения воротоза и сдерживания воротоза. Один из главных факторов, чтобы сдерживать вирусное распространение. Замена пчелиных маток. Матка является положительным носителем многих вирусных заболеваний. Из профилактических средств, которые можно рекомендовать, на первом месте я бы акцентировал эндовиразу. Это средство может быть профилактически, вносится, дается пчелиным семьям, дается на всей пасеке 2-3 раза с весны. Хорошее средство, очень эффективное, проверенное. Ну и еще то же самое, бывает, что часто путают вирусные заболевания с пестицидами. Часто бывает, что путают, значит, многие заболевания инфекционные с отравлением пчел. Вот в частности в Беларуси отравление пчел имеет массовый характер, и особенно это с весны до лета прослеживается. У нас 2 цикла выращивания крестоцветных, рапсов выращивают. И сейчас действующие вещества в составе многих пестицидов неокотиноиды. Это длительного эффекта, препарат длительного эффекта. Он может до полугода накапливаться в земле, в почве, в растениях, в пыльце. Не иметь такого угрозы явных острых отравлений, а может проявляться на протяжении 2-3 месяцев. И часто, когда делают обработки, я рекомендую пчеловодам просто съезжать с этих территорий, потому что уже, как правило, после обработок ничего хорошего пчелы не возьмут. Наоборот, будет и ослабление, будет и сопутствующая болезнь. Поэтому, опять же, что полезнее, если есть территории, которые загрязнены или которые постоянно вносятся пестициды, то есть неблагополучие по многим заблеваниям. Но, опять же, что хочу показать препарат Талпан, который выпускается из Республики Беларусь. Мы сейчас заключаем договора, я являюсь дистрибьютором основным с разработчиком этого препарата. И мы вот, условно по многим регионам России, в частности с вашим регионом, Николаем Петровичем, заключили соглашение, подписываем договор о представительстве его по этому региону. Поэтому, чтобы не беспокоить, так сказать, именно производителей, в каждом регионе будет свой представитель, который является вот этим дистрибьютором и возможно поднести препарат. Вот. Опять же повторяю, что основная особенность, то, что экологически чистый, безвредный препарат, и имеет значит, хороший оздоровительный профилактический эффект и воротоза, и назематоза, и ряда паразитарных заболеваний. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. В принципе, доклад я не делал, большой, чтобы уложиться по времени. Вот. Если есть вопросы, пожалуйста. А так вообще, пожалуйста, общайтесь с Николаем Петровичем Пирожковым, все вопросы по этому препарату, по его действию. И в интернете будет выложено, вот ближайшая конференция будет в Нижнем Новгороде, в Иваново, которая организована в Казани. Там будет более подробная и длительная информация по проведенным данным лаборатории, как что, чего работает. Вот.
Спасибо за внимание. Если есть вопросы, Я представляю Челябинский государственный университет, заведующий лабораторией биоинформационных технологий. Мы последние годы, начиная с 2011 года, занимались изучением адаптации медоносных пчел изменившимся условиям среды обитания. В частности, наши задачи были изучение откликов медоносных пчел на различные стресс-факторы, абиотические, биотические факторы. И одной из задач, которую пришлось решать нам, мы хотели изучить состав местных пчел. То есть вопрос, как был поставлен в докладе, какими пчелами мы работаем. Рассматривая в общем контексте, видимо, те изменения, которые происходят. Сейчас мы имеем карпатских пчел, мы имеем карнику. Очень хочется сказать, что мы имеем среднерусскую пчелу, но, к сожалению, вопрос непростой. В большей части мы имеем, наверное, в этом случае многократные помеси неизвестного происхождения. Поскольку репродуктивных центров среднерусских пчел практически нет в России. То есть иметь чистопородных пчел мы практически не имеем сейчас возможности. Начиная изучение породного состава, мы начали все-таки смотреть, что происходит в нашей республике. Естественно, всю республику охватить мы не можем. Мы взяли прежде всего Ядринский район, Баргашский район, некоторые пасеки, и Красночитайский район. То есть мы собирали пчел, договаривались с пчеловодами. Большая часть работ проведена в Ядринском районе, село Малый Корочкино. Это административный округ, это село отличается тем, что здесь более 1200 семей в радиусе 2,5 километра. То есть плотность пчел примерно 37 пчел на квадратный километр. При норме 3-4 пчел семьи на квадратный километр. Получается, что здесь перенасыщенность. В этом случае для научных целей этот состав пчел нам был очень интересен. Я сразу скажу, что общая закономерность, которая нами была выявлена, что процент соответствия среднерусской пчелы за последние 10 лет резко изменился. Понятно, потому что мы завозим регулярно и карпаток, краинки попадают, сейчас еще пошли так называемые гибриды, это бакласт, люди, здесь никаких препятствий нет. Если доля, то есть процент соответствия среднерусской пчелы в 2011 году у нас был где-то 17%, то в 2011 году, то в 2017 году процент уменьшился до 8,1%. В последнее время сейчас резко идет завоз карпатских пчел, видимо, этот процент еще уменьшился. Здесь надо иметь в виду, что мы работаем не на генетическом уровне, мы все-таки работаем пока морфометрическими признаками, то есть создали софт, программный продукт, который позволяет нам дифференцировать эти характеристики или распределить по породной принадлежности. Если вернуться, то есть начать карпатской пчелы, то есть эти пчелы нам поступают в большей части в настоящее время с Узбекистана. То есть мы называем их узбечками, но такой породы нет. Узбекистан там работает карпатскими пчелами. Более того, я скажу, что в 1971 году Василий Антонович Гайдар, который является как раз автором той пчелы, которая поступает, это 77-й, линия 77-я линия, он именно работал в Узбекистане, в Ферганской долине. Изучая этих пчел, мы поняли, что все-таки государство обращает большое внимание, Узбекистан имеется в виду,
обращает большое внимание вот пчеловодству. Там создана ассоциация пчеловодов, при этом председатель этой ассоциации – член правительства Узбекистана на уровне заместителя министра сельского хозяйства. Там кредиты большие, 7% кредит на пчеловодов, и инфляция 10% по республике. Поэтому созданы селекционные центры, и большинство занимается карпатскими пчелами. То, что поступает к нам, вполне возможно, что поступает от частников. Люди жалуются, но я думаю, что те пчелы, которые поступают здесь, они имеют один существенный недостаток для нашей республики. Прежде всего, этот недостаток состоит в том, что эти пчелы стреляют рано. То есть матки начинают червить примерно на один месяц, чем наши пчелы, которые, так сказать, адаптировались, те пчелы, которые адаптировались к нашим условиям. Кроме того, то есть нам удалось выяснить еще одну особенность карпатских пчел, вступающих не только с Узбекистана, но в основном раньше поступали Майкопский пчелопитомник, потом Кисловодский пчелопитомник. Значит, понятно, что в прошлом году, вот прошлогодний обзор или рассмотрение вопроса поступления маток в Чувашскую республику показывает, что мало было у нас карпатских пчел, мало было крайних. Это было связано еще с тем, что и Украина. У нас, так сказать, мы, видимо, поставляем большое количество этих пчел. Там есть пчелы, карпатские пчелы, как формировались как порода Закарпатья, там есть еще Прикарпатье, а там смешанный состав пчел, это и украинская степная, там и Карника, и Карпатка. Поэтому эти регионы, которые поставляют нам пчел, практически отличаются тем, что они разведенческого направления. То есть что Узбекистан, что и Украина – это разведенческое направление. Это означает, что основной доход пчеловодов – это пакеты и пчеломатки. Они в основном поставляют их в Казахстан, Россию, и другие ближайшие республики. Вот еще одна характеристика карпатских пчел, то, что нам удалось просто посмотреть, это то, что многие пчеловоды, особенно пчеловоды те, которые работают на Либе, они используют различные методы ограничения червлению маток. Один из таких простых способов – за неделю до основного медосбора, особенно короткого, они просто убирают маток. Понятна цель этого процесса, то есть вы всю пчелу, которая занимается воспитанием расплода, ульевых, вы делаете, то есть направляете на сбор нектара. Производительность увеличивается порядка 20%. Значит, здесь один недостаток. Какой? И недостаток в том, что карпатские пчелы даже при отсутствии матки начинают работать в таком же темпе, как и с маткой. Поэтому часто при таком методе мы не можем, то есть мы практически контролировать, есть ли матка в семье или нет. Поэтому у пчеловодов после окончания медосбора к концу июля, как правило, открывает улей меда много, а пчел мало. То есть пчелы отошли, соответствует это слету пчел. Вопрос слета пчел – это отдельный вопрос, но надо иметь в виду, в данном случае просто пчелы изработались. Вот это карпатская пчела, поэтому когда смотришь, проверяешь, разговариваешь с пчеловодами, на какой причина слета пчел, они пытаются все это вопрос свести к воротозу, другим факторам. Фактор все-таки то, что карпатские пчелы ведут себя так же, как слетевшие пчелы. То, что касается карники, то здесь результатов мало, поскольку
немного еще частников завозят Карнику, некоторые завозят. Это Карника в основном занимаются люди, которые, вернее, пчелохолдинги, большие пасечные хозяйства. Это очень выгодно, поскольку здесь проще закупать матки F1 или пакеты F1, но это одноразовые. То есть эти пакеты уже использовать, эти матки, эти семьи уже использовать вторично, ну, практически невозможно. То есть здесь большой шанс просто потерять эти семьи. Получается, ежегодно завоз F1 или пчелопакеты с матками F1, то есть или семьи F1, то вы просто каждый год должны будете менять матки. Ну, в общем случае, каждый год должны закупать новые семьи. Но картина здесь следующая. Если мы посмотрим Карнику, то Карника, конечно, очень спокойная, она, так сказать, раза два спокойнее, наверное, Карпатки, и товарная продукция превышает в среднем 30-40%. То есть Карники в наших условиях. Пчел мало, то есть я не могу судить по Синчувасе, какая картина. Вот те результаты, которые нам удалось посмотреть, они примерно соответствуют этому. Теперь давайте попробуем что-то сказать о среднерусской пчеле. К сожалению, получилось так, что генофонд этой пчелы потерян уже навсегда. То есть диких пчел, аборигенных пчел мы сейчас нигде найти уже не можем. Дикие пчелы пропали, наверное, где-то 110-120 лет назад. Дальше у нас шла интенсивный завоз кавказских пчел. В 30-х, 40-х, 50-х годах, 40-х годах очень упор был сделан на помеси итальянок. Дальше у нас и кавказских пчел, дальше у нас генетика, то есть лысенковщина. Дальше в 64-х годах мы стали завозить к нам в очень большом количестве кавказских пчел по тому, что Институт пчеловодства сделал в нашу республику проект как развитие Приокской породной группы. Приокская породная группа – это фактически одна из линий этих пчел, испытывались в нашей Чувашской республике. Первая линия – это 1С, это линия работы пчел на слабом медосборе. Вторая линия – это 4З, это зимостойкие пчелы. Но, к сожалению, этот проект был недолговечным, и фактически это был фрагментом селекции. То есть этот породный тип хотели просто, значит, по аналогии американской, вернее, линии Дадан, это Starline и Midnight, хотели тоже получить в нашей стране. Но, к сожалению, получилось так, что мы только испортили наш, опять-таки, генофонд. Теперь какая ситуация? Вот если мы будем сейчас смотреть на возможности среднерусской пчелы, на развитие среднерусской пчелы, то практически этим занимаются только отдельные люди. Это вот те, кто ностальгии по этим пчелам. И я думаю, что создать уже полноценную чистопородную среднерусскую пчелу мы не можем. Мы можем единственное сейчас сохранить то, что у нас есть. То, что у нас есть, или найти хотя бы таких пчел. В 2011 году нам случайно удалось найти семью в заброшенной деревне у нас Ядринского района, поселок Лена, который по всем морфометрическим признакам соответствовал среднерусской пчеле. Однако сохранить породу нам не удалось, потому что все замешано настолько, что сейчас уже говорить о чистопородности, наверное, нет. Ну, наверное, несмотря на то, что желание все-таки возродить. Вот я знаю, что Николай Петрович тоже очень заинтересован, чтобы здесь были наши аборигенных пчел мы не найдем уже, хотя бы среднерусская пчела. Можно завести, наверное, каких-то пчел, те, которые подходят более-менее в других регионах. Ну, главное вести хотя бы работу. Селекция сведется тут очень простой схеме.
Поскольку из помеси мы никогда не создадим чистопородную пчелу, приходится работать с ними. То есть просто работать с теми пчелами, которые есть, и, естественно, для этого нужно, чтобы были у нас хотя бы резерваторы, хотя бы случайные пункты. То есть нужно, чтобы чистопородные матки, чистопородные трудни. Вот этого делать мы практически не можем. Отдельно создать резерваторы, хотя бы маленькие, было бы здорово. Но это нужно сделать, конечно, при поддержке государства или местных органов власти. Потому что сейчас пчеловодство держится только на личных инициативных людях, таких как Иван Петрович. То есть вот уже создавать какие-то пчелопитомники, у нас государственно почти все развалили сейчас, поэтому очень тяжело. Говоря о том, что можем мы делать, можно сказать, что что может наша лаборатория. То есть мы сейчас разработали такой программный продукт, который позволяет вам сказать или ответить на процент соответствия какой-нибудь породы пчел. Если вы купили, допустим, карпатских пчел, то есть можно будет просто сказать, какая часть, какой процент этих пчел соответствует вот той самой породе, которой вам говорят. Это делается бесплатно, то есть мы очень заинтересованы, чтобы можно было как можно пчел исследовать, посмотреть динамику, для того, чтобы ответить на те вопросы, о которых я говорил в начале нашего доклада. Ну, я не хочу вас долго задерживать, я немножко разволновался, не знаю почему, хотя, так сказать, сюда приезжаю не первый раз. Естественно, все вопросы, то, что можно было, я, так сказать, не могу осветить, вот то, что сейчас не удалось, пожалуйста, какие будут ко мне вопросы. Я считаю, вы правильно сказали, самый большой со времени проблем пчеловодства на весь мир – это гибридизация. И что вы сказали про среднерусский породу уже пропал. Сейчас есть под руководством Союз естественного пчеловодства. Недавно был круглый стол, и они делают такой, как называется, данные базы, которые все матководство участвует, они принимают часть решения, что это вообще среднерусский пчел, и там, читаю, на будущее можно хороший генетический материал найти. Потому что это важно, это пчел сохранить. Я бы предложил Николаю Петровичу тоже, наверное, если есть желающие заниматься, он активный человек, может быть, союз любителей среднерусской пчелы. То есть если есть желающие люди, можно, очень трудно селекционировать, проводить селекционную работу или племенную работу с помощными пчелами. Практически невозможно. Тут абсолютно тупиковая ситуация. И сейчас много пчеловодов правильно делают, наверное, что оставляет чистопородных пчел. Чистопородные какие? Это мы уже говорили, это у нас карпатская пчела и карника. Карника там 3 линии, это тройзик 110, 20, 75, значит, 60 там и спелена. Видимо, самый лучший вариант. Естественно, хотелось бы, чтобы в этом случае у вас проблем будет меньше. То, что сейчас идет наша, например, в Ядринском районе сейчас полностью пчеловоды теряют много пчел и полностью заменяют их карпатскими пчелами. А карпатская пчела – это не порода, это все-таки, фактически это, не гибрид. Карпатская пчела – это, как называется, это та же самая карника. Та же самая карника, просто она, специально, так сказать, создавалась или там рассматривалась именно в той закрытой зоне. Это то, что мы только что говорили, в закрытой зоне. Поэтому это, слово такое хотел сказать, сейчас я скажу. Это не порода, это популяция. Вот это правильно будет, это популяция карники, обычно популяция карники. Доброе здоровье.
Я очень рад видеть тут так много коллег, такие активные люди, как Николай Петрович. Я тоже вижу тут в пчеловоде хорошие отношения с властями или с администрацией. Хорошая поддержка, как я вижу. Это, я считаю, вы хорошие примеры даете для других областей, для других районов в России. Рад такой видеть. Пойдем на мой доклад. Тематик проблема о ставке пестицидов в воске. Меня зовут Бенjamin Forster, я родной швейцарец, 48 лет, я 12 сезон был, следующий сезон будет мой 13 лет. Я работаю по швейцарской технологии пчеловодства, про органик правил, про западный европейский стандарт. И у меня есть моя школа пчеловодства и мастер-классы для туристов тоже даю. Тут несколько фото от моей школы, как это происходит. В чем проблема нашим воском? Как мы пчеловоды знаем, есть много болезней, паразиты, вирусы. Один из самых больших проблем это ворова клещ, как мы знаем. И доктрина, к сожалению, в России, конечно, исключения есть, но большинство борется с кучей пестицидов и антибиотиков, которые продаются. Пестициды, несколько лет назад я для моей школы интернет сканировал, было 5 разных видов. Сейчас до этого интернет еще раз сканировал, я удивился, я видел только 2 препараты, амитраз и флувелинат. Другие я в пчеловодный магазин препараты не нашел. Примерно тоже такой известный продукт, как полизан. Мы видим тут регистрацию с 2013 года. Там состав пропромилат. А сейчас на новый издание этого препарата мы видим амитраз. Мы видим официальный реестр про лекарства. Это лекарство регистрировал 2020 года. И уже с амитразом. Да, вот это государственный реестр, который все лекарства, которые официально может проверить от Россельхознадзора. Я их тоже звонил, там одну знакомую спросил, правда нету эти препараты, флуматрин, кумафос, пропромилат, они сказали, да, в момент. Ни одну регистрировал, но запрет официально нету, просто ни один препарат регистрировал. Причина, почему я только могу угадать, это пестициды с первого поколения, будет резистентный у ворова клещ, и просто количество всегда больше, но уже так много, за это даже уже не работает. Это моя интерпретация. Отдохнуть не надо, если мы видим промпромилат, продаж нету в России, все равно. Примерно в Германии после запрета с 89 год, еще 10 лет большое количество нашел, и только потом поменьше. За это задача еще большой наш ждет. Потом дальше. Как пестициды впадает мед, пестициды широрастворимые, воск тоже ширный завершенный продукт. И через воск, через стена воск идет на мед. На антибиотика тоже самая проблематика. Мед, я думаю, на весь мир, не только в России, считается полезный продукт. Люди тоже используются на лечение. А если на такие продукты, пестициды и антибиотикум, я считаю, это не очень хороший вариант. Известно, есть много исследований, которые покажут, как эти пестициды примерно вредны, рак будет. Мужчина там, примерно, дети не может получить, такие, исследования есть. Циркуляция вощина, как это происходит, пчеловод купит там справа вощина, поставит свой улей, лечит, чем он хочет, пестициды, без пестицидов, тут слева этот человек. Потом дает свой старый воск, обычно на обмен, на новый воск.
идет на завод, печатает новые машины. И с вот этим образом даже левый пчеловод, который без пестицидов, без антибиотиков работает, все равно уже свой улей, свой воск, свой мед будет пестициды через вот эту циркуляцию машины. Это важно понять. Российские законодательства про ГОСТ, про воск пчелиный, ГОСТ про машина, никакое понимание про пестициды, антибиотики. Там, этот вопрос полностью игнорирует. Даже в России в данный момент нету сертифицированной лаборатории, которая может тебе воск машины проверить на остатки пестицидов и антибиотиков. Такой лаборатория есть в Германии. Там на пестициды, разные, которые пчеловодство использует, стоят 220 евро, по антибиотикам 80 евро, это 300 евро, 19 тысяч рублей, это не маленькая стоимость такой проверки. У нас в России ситуация вот так, факт есть, мы знаем, эти препараты продаются, эти препараты используются, никто проверил наш воск. И с этим мы делаем союз естественного пчеловодства, краудфандинг, мы ищем деньги, мы хотим 5 машин купить в пчеловодный магазин, Германия анализы даст и показать, как правда ситуация сейчас в России. Если чуть-чуть время буду, скажу наконец-то главное еще несколько слов. Идем дальше. Швейцария очень крепкий, серьезно относится с вот этим проблемой уже много лет. Они постоянно верят в свой воск и много научной работы с этим. Сейчас хочу вам несколько таких исследований показать. Тут эти QR-коды можете фоткать, работа можете сами изучить. Тут разрешение синтетические вещества, пестициды в Европе. Дальше, несколько уже запретил. Там 3 мы видим, кумафос, флуметрин, кумафос, официально можем еще использоваться. Швейцария хочет эти пестициды запретить, но с юридической зрения это не так просто, потому что Швейцария не Европейский Союз, они стоят в Шенген, у них очень много контрактов с Европейским Союзом, поэтому они не могут эти пестициды запретить. Тут еще внимание на кумафос. С регистрацией, который с 1987 год, была дозировка 32 миллиграмм. С кумафос, который регистрацию получил в 2007 год, уже 2700 миллиграмм. Это фактор умножится 84. Это сразу, что я раньше говорил, резистентность. Нужно уже такие дозы с этим препаратом работать. Пойдем дальше. Программа мониторинг оставка аркоцида в воске. Тут швейцарцы проверили 3 препарата: промпробилат, флувавилат и кумафос. Мы видим, тенденция уже давно вниз идет, из 91. Это потому, что Швейцарский пчеловодный союз и швейцарские институты пчеловодства, они очень активно на этом сфере работают. Они вместе работают концепцией лечения воров. Примерно вот эта бумажка, любой пчеловодный магазин или через интернет бесплатно может заказать. Дальше, там важно, сейчас речь о варуатоз, это который самый пестицид используется. Диагностика очень важна на этом концепции. Потом это не только 1-2 мероприятия, год там весной пестициды, полоски гули, осенью. Это целая концепция, весной там трудно расплод резать, снят рамки для отводка, давление клещ меньше будет. Осенью, после скачания мед, лечит органические кислоты. И тоже очень важно, зимой лечим, зимой расплод нету, и самые эффективные можем с вот этими клещами. Дальше, и без
пестициды, антибиотикум. В Швейцарии уже давно так работает, хорошие результаты. Я в России тоже использовал это швейцарские, можно сказать, технологии, концепции. Конечно, немножко адаптация, климат другой, зима немножко длиннее. Ну, хорошая работа. В прошлом году у меня было из 36 семья, зимой не одну семья потери. С этим можем хорошо работать без пестицидов. Пойдем дальше. Они тоже, как я вам сказал, не все пестициды сопряжены. И они делают такой, систему, если один пчеловод все равно пестициды использовал, это потом не, восковой цикл идет, который он перевезет свой зараженный воск на пчеловодный магазин, и потом это все пчеловоды, наверное, из этого района, который из этого магазин воск потом купит, уже пестициды. Они делают такую систему. Тебе нужно, когда воск привезешь, нужно анкету пополнить, которую подтвердишь, что ты пестициды и антибиотики не используешь. Швейцария тоже не все люди честные. Если они откажут тебе это воск купить, наверное, люди большинство врет. С этим есть государственные субсидии. Даже если ты пишешь, да, я пестициды используются, ты деньги получишь. И этот мед они утилизируют, он сжигает. За другие восками заграждены. Пойдем дальше. Тут еще один пример с пропромбилат. Он запретился в Швейцарии с 1998 год. Мы видим уже до запрета, низ идет вот эта табличка. Это сразу из этого мероприятия активно идет пропаганда против пестицидов. И потом есть еще такой миф, что у нас через 4 года оставки исчезнут, какой-нибудь чудо. А это не так. Мы видим с 98 запрет, а потом следование идет еще 9 лет, все равно каждый год, конечно, поменьше, но все равно еще после 9 лет видим оставки. И, наверное, на будущее это еще дальше не идет. Это миф, они так быстренько из воска уходят, они достаточно много лет там остались. Пойдем дальше. Да, конечно, если пестициды в воске, тоже найдешь их мед. Мы видим там, когда проверка начиналась в 2002 еще много намета обнаружен, а потом с 2010 год, я читаю швейцарский это вопрос уже очень хороший решил. Я думаю, это хороший пример для нас тут. Пойдем дальше. Да, это следование может и сканировать, может читать, по-английски есть. Да. Потом следующий миф про сабрус, такой миф. Сабрус читается у нас чисто без оставки. Ну, это не так. Даже русский органик сертификат, который тоже про пчеловодство есть, посмотрим там про ГОСТ. Я вам не читаю. Там стоит воск, получение из восковой крышки, читается чисто, не нужно никакой анализа, просто можешь на органик пчеловодства использоваться. Сейчас идем дальше. Пример амитрасом я вам покажу, это неправильно. Амитраз, наверное, один из самых популярных препаратов борьбы с клещем. Худший вариант есть, пипин, очень популярный. Читаем дальше. Есть такие умники, которые скажут, через 2 недели амитраз исчезнул, какое-нибудь чудо. С одной стороны они правы, с другой стороны нет, потому что амитраз, он достаточно короткий срок, просто делится себя на 3 разных часа. И это называется продукты распад амитраз. И, конечно, они найдешь мед, и они в то же самое время, это тоже пестициды, просто 3 листа на 3 часа. Дальше, это тоже можем немецкие лаборатории проверить, вот это продукты распад амитраз, они проверят там средний ДМФ,
и такой анализ стоит 80 евро, не маленькая стоимость. Идем дальше. Научные исследования в Швейцарии по Амитрас. Тут они проверили улиц, а там Амитрас нету, исследования. Потом они 2018 год, сентябрь, осенью лечился с Амитрасом. Потом сразу после использования Амитрас они корпус воск проверили. Потом после зимовки они добавили рамки для естественного сота, без машины, добавил медовый магазин, как там это спор был. И потом они пробы взяли из корпуса, из естественного соты, медовый магазин, первый урожай, второй урожай. И потом, следующей весной, это уже 1,5 года после использования Амитрас, они еще раз из корпуса пробы воск собрал. Сейчас смотрим результаты. Тут слева мы видим улей, где черные вот эти полоски, которые поставил, и вот эти цветы квадратные, это место, которое они пробы взяли из воска. Мы видим близко, там достаточно большие оставки. Чем дальше, чем меньше, и та же погода, и та же воск, который без контакта был с полоской, примерно из магазина они тоже нашел. И дальше они тоже проверили рамки из магазина, которые они поставили. Это только обработка была осенью, проверил весной. Или летом, если это магазин. Нашел маленькие оставки, сабрус из магазина, там достаточно большой оставки, и естественные соты тоже нашел. И это тоже все после одной обработки, не сокрашенный воск, если такой проверки наделаешь тут у нас, который постоянно эти пестициды используются, и не один раз, я слышал, об пчеловоде там 3 раза осенью Амитрас используется, 2 раза весной, тогда будет, наверное, еще другой результат, я думаю. Идем дальше. Прокумофос они тоже проверили, это из первого поколения, дозировка выше, мы видели сразу тоже больше дозации, там контакт с полоской 800 миллиграмм, это очень большой цифр нашел. Следующей весной с контакт полоски тоже 254, это очень большие цифры. И оператор это только после одной обработки. Дальше. Комофос, даже магазинные рамки, которые не были 0,3 грамм нашел, естественные соты 2,8 и сабрус из магазина 1,2 миллиграмма. Тоже очень большие параметры. Это средний из 15 ульев тестовал. Средний параметр, вот эти цифры. И из одной ули они даже в естественный сок 7,3 мг нашел. Это очень большой цифр. Пойдем дальше. Органический регламент европейский, органик сертификат про пчеловодство. Она решает 0,5 мг пестициды воск. Почему не 0? Потому что в наше время уже не получат эти пестициды везде. Агроход не использует, брискет, рапс. Это идет через дождь, вода. И даже наша вода, которую мы пьем, есть маленькие оставки пестицидов, никак не идем. Но эти 0,5 это такая цифра, которая, так маленький, сам воск не эмигрирует, мед не эмигрирует, там не найдешь. Пойдем дальше. Если мы видим сейчас про кумофос, вот это 0,5 мг, который европейский органик, закон можешь. Мы там в магазинных рамках внутри, мы чуть-чуть ниже. Естественно, сота мы достаточно выше, и даже в сабрус 1-2 мг мы выше, это никакой органик. Это, читая русский органик правила, тоже нужно тут изменения делать, потому что сабрус не читается автоматически чисто. Идем дальше. Есть еще одна научная публикация, как это пестициды действуют на пчелы, на их здоровье. Посмотрим дальше. Токсичность пестицида они проверили на личинках. Дальше.
если выше 50 мг/кг, они видятся меньше, достаточно меньше личинки вылупить. Много не идет до вылупления. Дальше, и если мы видим вот это исследование на Комафос, мы видим тут намного местами выше, чем вот это 50 мг. Дальше, они тоже проверили про матки. Если выше 100 мг, из этой семьи много меньше маточник вылупил потом, чем на контрольных. 50% поменьше. И матки тоже был меньше и легче. Это значит тоже какие-нибудь дегенерации был. Это сейчас больше на смертность проверил, но даже его личинки, я считаю, наверное, тоже в иммунной системе, социальные характеристики, наверное, эти пестициды тоже все действуют, но это немножко сложнее последовать за этим эффектом. Я считаю, все равно есть. Дальше, это ссылки на эти исследования по-немецки, французски, итальянски, на английский. Потом еще одно научное исследование про антибиотику. Они проверили, что будет очень быстрая резистентность. Антибиотик пчеловодства большинство используется против гнилец, американский, европейский. Будет очень быстрая резистентность. Это ветеринарии, которые это рекомендуют, даже скажут, там каждые 2-3 года препарат изменить резистентность. Даже такие страны, которые антибиотикум можешь использовать пчеловодство, больше проблем с гнилецем, чем страна, которая сопряжена антибиотиком. Именно из этой резистентности. Повышает учувствовать с пестицидами. Если антибиотикум и пестициды вместе, тогда они еще больше реагируют на пестициды, потому что они слабее. И подавляет рост кишечных бактерий. Эти бактерии живут очень важно. Как для нас человек то же самое. Если все время антибиотикум кушаешь, ты можешь грибы получить, твоя иммунная система очень слабая, эта бактерия важна, и с этим антибиотика не очень хороший вариант. Читаем дальше. Как получить чистый воск? Дальше. Нам нужно найти альтернативу на это обычной циркуляции машины. Если ты твой воск даешь, ты не знаешь, что ты получишь потом из пчеловодного магазина. У нас мы можем начинать без машины. Пчелы есть восковое железо, они могут строить. Для 1 килограмм воск строить пчелы необходимо 10 килограмм меда и 1 килограмм пыльца. С этим первое время мы будем практически без меда, или скажем, много поменьше меда. С этим даже мы это большой труд сделаем, с машиной поставим. Потом есть альтернатива из Европейского Союза, сертифицированный органик воск купить. Там не весь воск считается органик, там есть оставки, а именно органик воск с сертификатом, куча параметров проверил, он официальный органик сертификат, он чистый, стоимость не маленький, из вот этой геополитической ситуации тоже не так просто воск сюда привезли, за это, наверное, тоже сложный вариант. Следующий мы можем наш русский воск проверить, стоимость большой, и если там чего найдется, это все зря, это, наверное, тоже сложно будет. Пойдем дальше. Потом, когда мы сначала с чистым воском работать, слева начинаем, проблем с воск-режимом, работать без пестицидов, антибиотикум, органическая кислота можем использоваться, личный воскотопка, личный пресс, я раньше сам силиконовый пресс печатал, сейчас уже такое большое количество воска. Я могу, на линии даст, перед моим глазам мой воск обрабатывать, это тоже хороший вариант, и ты знаешь, это твой воск, ты знаешь, что ты используешь, что там внутри. Пойдем дальше. Вот это все верхушка айсберга на этом исследовании. Кто язык знает, читайте. Интернет-переводчики хорошие работают, там уже смысле понятно. Я рекомендую читать. Вот это мой девиз.
окончился доклад и читаю тут как слоган «Поможем пчелам», и с вот этим пестицидным не очень поможем пчелам. Я думал, придется передумать на этом вопрос. Рады пчелы, рады чистый продукт. Примерно я не хочу моим сыном мед даст, который содержит пестициды, антибиотикум. Я считаю, вот это важный шаг, который мы вместе должны быть сделать. Пойдем дальше. Я хочу подарить Николаю Петровичу, который меня пригласил, такой табличка «Основа пчеловодства», которую я сделал. Идем одну дальше. Это можете меня в моем соцсети, в контакте я через пчеловодство Форстер можете бесплатно скачать, печатать на А34. Я думаю, полезные факты там видеть. Если сейчас еще два слова есть, я хочу сказать про этот краудфандинг еще короткий, который мы с местным, естественно, пчеловодство Союз хотим 5 машинок купить. Нам требуется 125 тысяч рублей за это. И сейчас, наверное, в ближайшие дни мы укроем вот этот проект, видео все сделал, веб-сайт стоит, просто сейчас надо еще включить. Через естественное пчеловодство найдете, там можем пожертвовать, это все открытым идет. И один человек, это, пост проверит даже одну партию, 22 тысячи, это очень много, а вместе, если каждый чуть-чуть дает, я думаю, мы это даем и можем понять, правда, как ситуация в России. Я думаю, это интересно и, я думаю, было интересно, да. Там на этом сайте, который скоро укроем, тоже есть перевод на этом швейцарский научная работа. Раз мы тоже перевели на русский через вот этот сайт, тоже можем смотреть. Я не знаю, как вы тут соединился, примерно у нас Ярослава есть WhatsApp-чат, который все пчеловоды в район, может быть у вас такой есть, я могу ссылок Николай Петрович скинет, может быть вам тоже будет интересно. Ну все, я закончился. Именно зимой я использовал шавельная кислота. Я раньше сахарным сироп мешал и шприцем дал наверх. Вот этом год я первый раз сублиматор использовал. Все в жизни, все не просто, все есть свою сложность. Я, наверное, в сублиматор немножко поздно работал, был уже низкие температуры, и он быстро конденсировал. Следующий год буду немножко раньше сделать. Просто это важная часть швейцарской концепции, потому что именно зимой, расплод, закрытый расплод, они там как на закрытой банке сидят, лекарства, не очень работает, эти клещ, который внутри сидит. И именно зимой на весь расплодный период можешь очень много вот этих клещ убить, и они уже весной очень мало количество клещ идет, и за это не успеет, то осенью так много клещ соберется, это опасность на семью. Вот так. Скажите, пожалуйста, а какое среднее количество семей на швейцарской пасеке? Швейцария больше любительская страна, можно сказать, про пчеловодство. Большие пчеловоды, там, наверное, 1-2 руки может считать, там больше, чем 300-400 семья никто держит. Но там тоже совсем другая ситуация. Страна маленькая, Алпы там еще 2/3 часть возьмет, и Швейцария есть на 1 квадратный километр 1,5 пчелиной семья. И это очень много. За это, я считаю, у нас в России много лучшая ситуация с вот этим. Ясно. Единственное, это давно идет по России. Вот вы сейчас опять про воск, про пестициды, антибиотики. В прошлом году венгерская компания, ее представительство Фумлер-Рус закупала на южных районах Ульяновской области, исследовал порядка 40 тонн меда. И как ни странно, ни одной пробы не забраковали.
То есть вот как бы нас не считали показать, что у нас грязный мед, но весь мед прошел с юга Ульяновской области, его забрали для отправки в Европу. Так что ну, не так плохо у нас дело, что в России с антибиотиками, с пестицидами. Ну, я знаю примерно одну пчеловод знакомился, который, ну, и свои пасеки, и с других пасек мед в Швейцарии поставил, был проба, который был хороший, который был чистый, был проба, который нашел пестициды, количество выше, чем можно, был пробы, который был антибиотикум, и примерно там ему одну партию 2 тонны просто не отпустил, они, ну, на рынок не отпустил, на мусор выкинул за это. Конечно, не весь мед зараженный, но это проблема есть. И понимаете, если примерно корова сильно болеет, там альтернативы нету, чем ее антибиотикум даст. И потом ждешь там 2 месяца, и после 2 месяца эти антибиотикум ушли, молоко чистое. А с вот этим антибиотиком примерно, или пестицид, который мы используем, это идет воск, и он там не уходит. А зачем это нужно, если у нас есть другие альтернативы, которые лучше, ну, то же самое, я даже сказал, лучше работают. И даже по пчеле вреднее. Я считаю, этой технологии надо использоваться. И я считаю, тут национализм не проблема. Я родной швейцарец, я сюда приехал, я люблю эту страну, я тоже казак, люблю очень Россию. Но тут любовь к пчеле. И примерно казаки тоже всегда из других народов взял. Шашка, он не русский, он из Кавказа брал, потому что он хороший. И я считаю, тут национальность или такие вещи не роль. Мы все любим пчелы, мы все любим чистый продукт. И если где-нибудь другой страна хороший пример, я считаю, надо это использоваться. Спасибо. Сколько лет можно обработать шаверовой кислотой? Еще раз. Сколько лет можно обработать шаверовой кислотой? Знаете, это, если ты только шаверная кислота, там 3 раза в год работаешь, наверное, для пчел это тоже вредно. Мы работаем на разных препаратах. Шаверная кислота, тимол, муравейная кислота, молочная кислота есть. И стараемся это не больше, чем 1 раз в год использоваться. За это проблем нету, забудет резистентный или сильный проблем с пчелами из этого. Как я уже сказал, Швейцария уже 30 лет так работает, и очень хороший результат, ну, потери семьи каждый год. Спасибо. Пожалуйста, знаете породу Кордова? Ну что можете о ней сказать? Порода Кордова. Пчел. Кордован может быть. Я не знаю такой породы. По породе пчел сейчас речь? Да. Я не знаю такой породы. Спасибо. Спасибо большое.